Здравствуйте! Всем привет с Сахалина! В самом разгаре состязания первых зимних международных игр «Дети Азии». И к программе подключились сноубордисты. Они устроят гонки в параллельном гигантском слаломе. А у лыжников стартовали гонки в свободном стиле. До этого бегуны соревновались только в классике. Тогда золото досталось сахалинке Анне Кожановой и москвичу Илье Трегубову. И сегодня новоиспеченные чемпионы игр вновь заявлены в стартовых протоколах. И не только они. Практически все спортсмены, выступавшие в спринте, приняли участие и во втором этапе. Но в отличие от первого соревновательного дня, трасса стала еще сложнее. Сегодня спортсменов ждали довольно жесткие условия. Это дистанция в 5 километров для девушек и для юношей 10 километров извилистых поворотов, а также крутых подъемов и спусков. У этой девушки гонка не задалась изначально. Это Анастасия Шабо, единственная спортсменка, представляющая на играх Сирию. Заметно, что на лыжи она встала не так давно. А следующими на трассу вышли юноши. Хорошо, заряжено. Готов, надеюсь, пробежать его лучше, чем предыдущую. Надеюсь, сегодня выиграть. Но интриги на забегах не случилось. Золото, как и в первый соревновательный день, снова взяли Илья Трегубов из Москвы и сахалинская спортсменка Анна Кожанова. Вообще трасса достаточно тяжелая, затяжные подъемы. Но рада, что все сложилось. Осознание не пришло еще, конечно, того, что что-то заняла и вообще, но очень приятно все равно. Спасибо за поддержку всем. Я очень рада. Поздравляем дважды чемпионов игр «Дети Азии». И кто знает, возможно, через 3 года мы увидим их на пьедестале Олимпийских игр. Василий Раченко, Сергей Козюра, «Дети Азии», Сахалин. Еще одна дисциплина, которую не знали сахалинские склоны. Это параллельный гигантский слалом в сноуборде. И проходить он будет на специально выстроенной трассе на западном склоне горы Большевик. Дисциплина интересна тем, что одновременно стартуют 2 спортсмена. Это настоящая гонка доска к доске. На Олимпиаде в Сочи параллельный гигантский слалом был у россиян любимым среди всех сноуборд-дисциплин. Еще бы, именно в нем самая красивая пара тех игр Вик Уайлд и Алена Завардина принесли Россию золото и бронзу, первые в истории. Попадут в летописи и победители Детей Азии, как минимум в местные, ведь никогда раньше Сахалин соревнования в этой дисциплине не принимал. Выступают дети, но все по-взрослому. Квалификация, 1/8, четверть и полуфиналы. В яркой борьбе у девчонок определились претендентки на подиум. За бронзу боролись башкирка Элина Фазылова и кемеровчанка Екатерина Каганюк. Элине не повезло. Почти в самом начале она не справилась с прохождением поворота и упала. Еще более драматичным оказался женский финал. Пока сахалинка Софья Надыршина уверенно шла к финишу, ее соперница из Миаса Мария Волгина на высокой скорости снесла ограждение трассы. К счастью, госпитализация Маше не понадобилась, а Софья принесла родному острову первое золото в сноуборде. И в победе она, кажется, не сомневалась. Спасибо. Со всеми спортсменками мы не первый раз встречаемся. Ну, все знали, кто на каком уровне катается. У парней все было не менее интересным. В заезде за 3-е место лидировал уфимец Всеволод Мартынов, но упал ровно на том же участке, который оказался роковым для Марии Волгиной. Бронза у красноярца Владимира Пнева. По словам тренеров, коварный поворот на синей трассе сегодня потрепал нервы многим. Однако сложный финал на этом участке компенсируется более легким стартом, так что шансы у всех равны. Островитянин Артем Жмурко с родным склоном справился, но оказался чуть медленнее миасца Ярослава Степанко, который и забрал золото. После финиша, знаете, как всегда, не понимаешь сразу же, только потом приходит. Может быть, вообще на следующий день придет понимание, что ты выиграл. Да, еще впереди старты, будем стараться. И все. Лучше просто. В следующий раз покорители снежных досок разыграют мужские и женские комплекты медалей в трюковой дисциплине Big Air. Шорт-трек на этих играх претендует на исключительность. Накануне корейцы позволили взойти на пьедестал российским конькобежцам. Полина Насыбулина, сборная Урала, стала обладательницей бронзовой награды на дистанции 500 метров.
Правды ради сделаем оговорку, что этому поспособствовали неудачи признанных лидеров кореянок. Две спортсменки были дисквалифицированы за фальстарт и падение. И вот новая интрига разразилась на километровой дистанции. У уральской шорт-трекистки Полины Насыбулиной, накануне ставшей бронзовым призером, день, к сожалению, закончился плачевно. На 1/4 финала дистанции 1000 метров фаворитка забега упала и сильно ударилась о бортик. Срочно понадобились медики. На носилках Полину унесли в машину скорой помощи. Сказали, переживать не нужно болельщикам, тренерам, всем представителям. У Полины Насыбулиной ушиб, все хорошо. Так что будем надеяться, завтра завоюем медали в эстафетах. Традиционные лидеры по шорт-треку из Кореи оставили за собой все места на пьедестале. Правда, в финальном забеге среди юношей им попытался противостоять Айбек Несен из Казахстана. Выступать с ними это очень тяжело, потому что корейцы, они все работают слаженно, все команды пытаются друг друга помочь всегда. Поэтому их очень трудно обогнать. Завтра состоятся финальные забеги по шорт-треку. И это будет эстафета на 3000 метров. Но на старт выйдут не все команды. Из-за того, что у них неполный состав конькобежцев. Причина проста. В южных странах зимние виды спорта пока недостаточно развиты. Я приехал сюда набраться опыта. Занимаюсь шорт-треком 2 года. К сожалению, у нас в Индии нет корта, и нам приходится выезжать в другие страны, чтобы потренироваться. Следующие соревнования в эстафете закроют программу шорт-трека на первых зимних играх «Дети Азии». Нургана Егорова, Владимир Павлов, «Дети Азии», Сахалин. На ледовой площадке Арена Сити продолжается хоккейный турнир. И нас ждет матч, которому обеспечено пристальное внимание. Сборная Сибири, один из фаворитов игр, встречается с командой Кувейта. Антирекордсменом свой первый матч Кувейт проиграл со счетом 0-60. Ларина, какой счет ты ждешь на этот раз? Я боюсь сделать прогнозы, если честно. Мне даже жаль кувейтских хоккеистов. И поэтому я очень надеюсь хотя бы на шайбу престижа. Шайбы престижа не было. Снова сухой проигрыш у сборной Кувейта. Сибиряки в первом периоде без проблем реализовали в ворота соперника 24 шайбы. Во втором периоде ситуация практически повторилась. Третий период начали со счетом 49-0, и все идет к новому антирекорду. Но несмотря на это, сила духа кувейтских хоккеистов впечатляет. Они полюбились местным зрителям и заручились поддержкой трибун. Матч закончился новым рекордом игр – 77-0. Команда Сибирского федерального округа записала на свой счет вторую победу и стала одним из лидеров группы. Полные трибуны зрителей собрал матч Дальнего Востока и Сахалина. Несмотря на будний день, местные жители пришли поддержать свою команду. Для обеих команд это третья игра, но если в копилке дальневосточной сборной 2 победы, то сахалинцы вступили в эту игру с нулевым зачетом. Дальневосточники открыли счет в середине первого периода. Сахалинские хоккеисты напряженно переживали свои неудачи в предыдущих 2 матчах. И в этот раз не обошлось без потасовки, но сразу сложно было определить зачинщиков. В результате в начале третьего периода 5 игроков оказались на скамейке для штрафников. 3 дальневосточника и 2 сахалинских хоккеисты. Матч завершился со счетом 5-0. Команда Дальнего Востока – первый претендент на выход из группы А. Команда Сахалин сама по себе очень жесткая и очень быстрая. Что-то получалось, что-то не очень. Я тоже могу сказать, что у меня сегодня игра была не лучшей. Ну а для команд Якутии и Туркменистана все только начинается. Они встретились в первом своем матче. Якутяне сразу взяли инициативу в свои руки и забросили шайбу через несколько секунд после сигнала. Первый период закончился со счетом 6-0. В середине второго периода команда Туркменистана забросила шайбу, но ситуацию изменить уже не удалось. Итог матча 17-2. Доволен игрой, но некоторые моменты не получались там. Большинство, допустим, не забивали. Юрий Осипов, Александр Ярков, Семен Семенов, Дети Азии, Сахалин. Столица игр по-настоящему преобразилась. И за короткий срок. Во всех уголках Южно-Сахалинска засияла сине-оранжевая в цветах игр иллюминация. На каждой более-менее крупной площади установлены брендированные стойки с символикой Детей Азии, снежные и ледяные фигуры и многое-многое другое.
Ударивший по Сахалину мороз не позволит этим ледяным фигурам растаять. Каждого, кто посещает центр Южно-Сахалинска, встречают искусно изображенные хоккеисты, фигуристы и другие спортсмены. Но украшены не только фасадные части города. То, что здесь происходит что-то важное, понятно сразу при выходе из аэропорта. Мы когда только прилетели, поехали к отелю, было все очень ярко, то есть город очень украшен ярко. И все люди одеты в форму яркую, это очень красиво смотрится, чувствуется атмосфера праздника. Не узнают город и местные жители. Волонтеры Детей Азии заняты на объектах, но все-таки успевают погулять. И на каждой с детства знакомой улице видят что-то новенькое. Городские власти работали над украшением улиц последние полгода. Точные цифры, сколько и каких поверхностей отдано под рекламу первых зимних игр, никто сказать не может. Отвечают просто – много. Задействовано большое количество рекламных поверхностей, где у нас размещены баннера с официальной символикой спортивных игр. У нас размещены световые тоже конструкции в спортивной тематике. Всего порядка 1000 светодиодных конструкций установлено на территории города. Будет столица игр преображаться и дальше. Каждый день на ту или иную улицу устанавливают мобильные сценические площадки, где проходят чествования победителей, презентации сборных, концерты и другие события спортивного праздника. Впереди заключительные забеги у шорт-трекистов. Гонка на 3 километра обещает быть зрелищной. А на горнолыжном склоне девушки поборются за медали в гигантском слаломе. На горе Парковой сноубордисты будут удивлять крутыми трюками в дисциплине Big Air. 4 огневых рубежа ждут биатлонистов в индивидуальной гонке. Обостряется борьба у хоккеистов. 4 матча за день. И первый соревновательный день у летающих лыжников. Они опробуют новый трамплин К-70. Смотрите наши выпуски в дневниках. Пока-пока!